ништяк, ассаламу алейкум. Добро пожаловать в Чечню. Вот с твоей нагруженности я так для подписчиков и не успел взять у тебя интервью. Вот сейчас опять, видишь, в дороге приходится нам, значит, говорит, опять куда-то едем. Да. Вот, провожаем уже тебя. Угу. Так что несколько слов, если можно, Да. о смысле твоего приезда, куда вы были приглашены и что там было, вот, примерно. А так, мы рады видеть вас с друзьями в Чечне. Алейкум салам. Очень приятно снова вас видеть. И снова, что я Грозный, я Чечни. К сожалению, у нас как по плану было 3 дня, а мне пришлось уже следующий день вот обратно ехать, так как в Москве президент Владимир Владимирович Путин на пресс-конференции, и нам нужно тогда ездить вовремя, давать ПЦР, и тогда и получать беджики свои, аккредитации. И поэтому я уже бегом еду обратно. А были мы здесь приглашены от главы республики. Тут была первого президента Чечни и герой Чечни России, герой России Ахмеда Хаджи Кадырова, для журналистов премия, который проводится уже 11 раз. И тут у нас собрались журналисты недружественные страны, которые не могут вернуться в своих странах, живут в России. И также дружественные страны, и некоторые приехали прямо оттуда. Там были и китайцы, и Индия, и Вьетнам, и местные там, и по России, по СНГ. И очень хороший такой прием был, и туда награждали тех журналистов, тех фотографов, операторов, продюсеров, которые в течение года носят вклад в благо России, благо Чеченской Республики. Понятно, понятно. Большое вам спасибо еще раз. Но вот на Ковчег мы, наверное, не сможем, да, раз уезжаешь. Планировали 3 дня. Да. Ну ничего, в следующий раз приедешь. И зимой можно, и в январе можно. Зимой надо посетить опять-таки этот объект, посмотреть, как он себя ведет в зимнее время. Вот когда однотонно все, то есть цвета не мешают, осенние или весенние, летние, там абсолютно другая картина. Вот в январе или как-то сможешь приехать еще раз? Там есть у нас общий друг Ахмед. Вот он недавно мне отправлял видео Ковчега, там после снега. Вот. И, конечно, очень красиво, даже снегом. Я видел это видео с удовольствием. И, конечно, вот летом тут вообще прекрасно. И я думаю, что, иншаллах, я вернусь обязательно весной или летом. А весной или летом? Зимой Да. не желаешь, да? Зимой Не успеешь, сейчас да? зима такая, что мы особо тут кое-какие уже планы, может быть, ездить туда-сюда, подруг не успею. Поэтому лучше планироваться на летом, уже достаточно время будет, что на... А в мае месяце? Ну, то и хорошо. Вот в мае надо, в мае обычно мы и конференцию планируем провести очередную с Международным университетом. Вот если бы вы туда, если есть друзья, кто там, кто и кому интересно, добро пожаловать, тогда будем готовиться к маю. А остальную работу, которую мы планировали, ну, вот эту конференцию о языке Ноя, мы вас предупредим и будем рады, если вы будете присутствовать на этой конференции. Мы еще не решили, где мы проведем его, в Санкт-Петербурге или в Москве.
ну, москвичи говорят, давай в Москве. Из Санкт-Петербурга всего лишь 5 человек должны приехать. А здесь основная инициативная группа. Но это мы между собой решим. Хорошо. Ты же у нас тоже в инициативной группе Новый Ковчег в России зафиксирован. Да. Так что мы предупредим тебя и будем работать в этом плане. А так, вот те съемки, которые были, помнишь, вот ты на Кавказский инвестиционный форум приезжал, да. Выставлял, это выставлено было на мировую арену или как? Это было выставлено пакистанский. Ага. И я вам отправлял видео, наверняка вы помните. Ага. Кроме этого, я их там оставлял кое-какие социальных сетях, там, потому что у нас в Пакистане очень мощно как-то популярен Facebook. Ага, Facebook популярен, да? Да. И поэтому и в Фейсбуке, и фотографии полно. Разные там комментарии, естественно, разные мнения есть. Вот. И многие вопросы, то, что кто-то знает, как раньше мы говорили об этом, другие страны тоже как-то претендуют. Об этом тоже народ знал, а почему-то про Чечню не знал. А вот когда я сказал Чечня, уже хоть какая-то новая версия дошла до этих людей. Вот у меня был разговор с замминистром культуры Пакистана. Вот я не помню его имя. Вот если бы был бы у вас выход туда в Министерство культуры Пакистана, там был очень большой интерес у него был о связи с пакистанских народов с Чечней и с ковчегом этого. Нет ли такой возможности донести до них вот эту работу и узнать их мнение? Вы знаете, на время власть меняется. Я просто не помню, как давно это было. В прошлом году. В прошлом году. Да. Но в прошлом году как раз были мои выборы, и власть менялся. Если есть конкретика, то это его визитка какая-то, что-то, мы можем с ним ладить связь. Если нет, все равно мы можем какое-то продолжение, какое-то готовить письмо подробностями, отправить в министерство. Я думаю, какой-нибудь оттуда значок можно получить, чтобы какие у них мнения. Вот это мне очень нужно было. И у меня телефона, ни имени, нет этого. Это у нас был такой случайный разговор с замминистром. Мы разговаривали, и он сказал несколько, даже аят он прочел, что в Коране о Кавказе говорится там. Такой, я даже сейчас не умею это передать. И еще, значит, он говорил, как их бабушки ласкали, говорит, парней. Вот Каукав, как вы называете Кавказ? Кокав. А? Кокав. Кокав, да? Да. Вот с Кокафа прилетят золотокрылые гури и заберут тебя, красавца, говорит. Вот так вот ласкали, говорит, бабушки. Да, было такое у нас в детстве, такие сказки были, что была принцесса, у короля одна дочка, а потом эту дочку украл Джин, отвез Кокав, джин, да. Потом отвез туда, на горах, потом эта джинна была смерть на каком-то птичке. Ну, разные такие были. Какой-то щедрый джигит пошел это птичке, там убили эту птичку, умер джин, или там птичка взял какой-то, это, как он, перо называется, да? Перо. Да. Взял это перо, и джин умер, и освободили эту принцессу, и потом король поженили им и так далее. Такие вот немного сказки разные. Читали с удовольствием. Я вот в детстве получал каждый день в начальных классах 50 копеек, да, песо называется. Потом 1 рупия. Вот 1 рупия, половина я тратил на свои чай, воды, и половину я покупал рассказ каждый день. Рассказ стоил 25 песо, копеек, и 50. 50 он чуть толще, а 25 он тоненький. А как-то хотелось побольше как-то читать. Либо мы покупали 2 потоньше,
два по тонике, один по тоже. Ну, то есть, так мы читали рассказы. То есть, и у большинства рассказов было о деньгах, о вот это, который феях. Феях. Да, феях. И связаны все Кавказом. Ага, Кавказом. Да. Вот мне очень интересно было бы вот эти сказки или пересказать, или найти. Ты же на русском владеешь, вот перевести на русский язык нельзя. Вот дело в том, что вот эта вся тайна же в этих сказках. Это очень хорошая мысль. Давайте так, я сейчас, как в Москву прилечу, я попрошу, у меня вот там кто-то знакомый, люди, кто приезжает, кто-то уезжает. Вот кто приедет в ближайшее время, я попрошу, чтобы они привезли такие сказки. И мы можем тоже на это работать, эту сказку привезти. Вот, и я думаю, российским детям тоже было бы интересно. Конечно, вот. Очень интересно, Да. особенно по нашей теме, некоторые же вещи. И заодно, может, там какая-то такая есть зацепочка. Ключ, зацепан. Да, обязательно. Что-то такая фраза какая-то. Да. Вот, которая нам помогла дальше двигаться. Да. Все, мы приезжаем в аэропорт. Спасибо Да, огромное аэропорт. всем подписчикам. До свидания, пишите комментарии. Там мы, наверное, не успеем ничего, да? Да, там, наверное, не успеем. Да, там и поэтому очередь, и некрасиво будет там. вот. Ну, наверное, в другой раз мы, иншаллах, подробно пообщаемся. Может быть, уже с этой сказками. Вот со сказками надо вот это самое. И Да. Министерство культуры Пакистана тоже надо, значит, обратиться по этому поводу именно, как они относятся. А дело в том, что этот человек был археологом, он Да. был еще, понимаете? Ясно. Пользуясь случаем, хочу один момент последний сказать. Ага. Что о Пакистан, я не знаю, как Пакистан, Чечни, но Пакистан и Чечня очень такая, очень народ любит, очень такая известная. И я бы хотел через вас довести не только властям, а бизнесменам чеченским, общественным людям, чтобы они делали бы какой-нибудь чеченскую выставку в Пакистане. Мы вместе с вами это помогли бы, и то есть организовать. Ну, какая-то чеченская культура, там это танцы, вот это все. Вот сегодня мы видели это танцы. Честно говоря, в зале вставать не хочется. Танцы закончились, а вставать не хочется. То есть это такая энергетика, потому что у нас есть индийские танцы, которые вы любите. Тут ваши танцы это другие, это энергетика, это такая дресс-код такой позитивный, такой приятный. И много чего такого есть, который можно было бы народная дипломатия организовать. Понял. Я, значит, вот вы мне сделаете какую-нибудь официальную, какое-нибудь приглашение, если это можно, что-нибудь такое, а я, значит, это попрошу своих друзей, блогеров и так далее, чтобы они обратились и народу, и бизнесмену, и в правительство, напишем письма. Давайте сделаем, это же богоугодное дело. Да. Вот между странами это культурный обмен какой-то. Культурный обмен и народная дипломатия. Да. Я очень рад, что ты предложил вот это вот, и буду над этим работать, и постоянно теребенить тебя уже. Да. Можно же, да, разрешаешь? Да, хорошо. Это Всё. очень хорошо. Спасибо огромное. Сейчас, уважаемые подписчики, мне приходится гостя провести, так что вы извините, прервется у нас. Ну, до свидания. До свидания, берегитесь. С Новым годом. Вот так.